Люди избирают депутата, а власть имущие непосредственно администрации района и председатели комиссии фальсифицируют протокол. Чтобы этого не было, были прозрачные демократичные выборы у нас. Наша группа приняла решение внести изменения в избирательный кодекс. У нас два пути развития Республики Беларусь. Одно демократичное, демократия, другое революционный путь развития. Я предлагаю, чтобы у нас был демократичный путь развития Беларуси. Скажите, пожалуйста, вы собирались на придомовой территории или на улице? А каков вообще размер участка? 14 соток. 14 соток. Ну, можно допустить, что указанное количество людей могли поместиться на данной площади. Поэтому вы не обращались в Минский горосполком за разрешением на проведение данного обсуждения? Лидия Михайловна, просто Минский горосполком игнорировал неоднократно. Я подавал заявки 3 раза. Без основания причины просто не игнорировал. Ни одного предложения с Минского горосполкома не поступило, чтобы организовать собрание на территории города. И поэтому пришлось сделать так, чтобы не терять время. Потому что вы понимаете, что здесь политическая ситуация нагнетается с Евросоюзом. И со всеми вопросами надо решать в ракурсе. Это я не министр иностранных дел, поэтому давайте отложим Евросоюз и будем говорить о вашей группе. У нас есть все подписи членов инициативной группы, которые присутствовали на собрании. Такие аналогичные подписи, которые мы вам отдали как членов инициативной группы, которые соизволили желание поучаствовать в изменении избирательных кодексов. У меня аналогичные протоколы собрания со всеми подписями собравшихся, которые были на собрании. Когда возникает вопрос, почему вы не сказали, что в Минске тоже была проверка, и мои проверялись, и занималась комитет госбезопасности, который... Комитет госбезопасности не входит в нашу структуру. Ну вот я не знаю, почему он занимался. Ну а теперь конкретно вот по результатам проверки. Кроме того, что члены комиссии провели выборочный опрос участников собрания, причем, подчеркиваю, по 3 областям было опрошено всего лишь 16 человек. Из этих 16, 9 заявили, что ни о каком собрании не знают. Ну, бог с ними, там, мы будем учитывать только то, что, вот как вы говорите, там, конкретные факты, когда это есть. Мы проанализировали списки, то есть документы, которые представлены лично вами. Я говорил, что вы должны были учитывать возможность чисто технической ошибки. Вы ее не учитывали. Взяли процент 0,15 и решили, что этого достаточно. Ну, а общий вывод нашей проверки, которая, Дмитрий Иванович, согласитесь, была выборочной и весьма лояльной, таков. Из представленных вами документов очевидно, что собрание инициативной группы было неправомочным, представленные материалы не соответствуют требованиям законодательства, подготовлены небрежно и безграмотно. Это вынуждает, обязывает Центральную комиссию отказать в регистрации инициативной группы и проекта закона, представленного вами. Поэтому, данные коллеги, я предлагаю, уважаемые коллеги, отказать в регистрации инициативной группы по реализации гражданами законодательной инициативы, направленной на внесение изменений и дополнений именно в Избирательный кодекс Республики Беларусь. Кто за принятие данного постановления, прошу проголосовать. Кто за? Постановление принято единогласно. Оно может быть обжаловано вами в месячный срок в Верховный суд Республики Беларусь.